быстрее, быстрее, быстрее! Давай! Ускоряемся! Туристский слет – одна из самых действенных форм пропаганды туризма и здорового образа жизни, повышения физического развития школьников и укрепления их здоровья, организации досуга молодежи. В этом году в турслете участвуют команды из 6 школ района. Каждая команда состоит из 8 учащихся 6-10 классов, допущенных к занятиям физической культурой. Перед любыми соревнованиями, то есть любые участники, естественно, должны получить медицинский допуск по показателям своего здоровья, поэтому они все предоставляют этот медицинский допуск, и дополнительно, естественно, они должны быть застрахованы от несчастных случаев и прочее. То есть необходимую разрешительную документацию они должны иметь при себе. Основной фактор, да, то есть выжить надо в таких условиях, как-то приспособиться и вызвать подмогу, где-то может оказать помощь, и вот эти все навыки им пригодятся в будущем. Программа слета предусматривает прохождение испытаний на маршруте выживания и велотриал. Маршрут выживания представляет собой выполнение целого комплекса заданий. Участники проходят последовательно 8 этапов, демонстрируя физическую подготовку, умение ориентироваться на местности, знания в оказании первой помощи при переломах и основах безопасности жизнедеятельности. Ведь опытный турист должен много знать и уметь: разводить костер одной спичкой, различать виды лечебных и опасных растений, преодолевать препятствия и многое другое. Газы! Глаза закрыли. Полная грудь воздуха. Набрали. Маршрут выживания, я считаю, что может помочь в лесу. Человек заблудился, и он должен уметь выйти из такой сложной ситуации. Когда под рукой нету почти ничего, он должен знать растения, какие лечебные, какие обычные, какие ягоды можно есть, какие нельзя, как ориентироваться на местности, как вычислить высоту какого-либо объекта или расстояние до него. Одним из главных мероприятий слета является полоса препятствий. Самый зрелищный и динамичный вид дистанции в соревнованиях по туризму, который позволяет ребятам показать свою физическую подготовленность, сноровку, смекалку, обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах. Одним из препятствий является предполагаемый ручей или овраг, через который необходимо переправиться по бревну длиной около 5 метров и спрыгнуть за линию ограничения. На прохождение каждого испытания дается 3 попытки. Так, ребята довольны, конечно. Все-таки вид спорта здесь, смотрим, командный, чувство локтя. Республиканский этап школы безопасности будет проходить в Дулановском районе с 23 по 27 июня. Цели проведения мероприятия – развитие мотивации к занятиям спортивным туризмом и создание условий для спортивного мастерства у учащихся, расширение двигательного опыта посредством соревновательной деятельности, развитие ответственности, сплоченности, коллективизма. Для организаторов важно сохранение и укрепление здоровья детей, а для самих школьников главная притягательная сила турслета – общение с природой, друзьями, а также элементы соревнований. Душа тянет. Вот. С детства люблю лес, потому что природа, как сказать, продлевает жизнь человека. С детства всегда в лесу, на рыбалке, на охоте. Это мое хобби. Это было довольно сложно и очень большое расстояние. Готовились мы очень усердно, и мы очень долго учились завязывать узлы, тренировались и подъем, и спуск. Самое сложное было преодолевать расстояние между этапами. А так этапы были очень интересные. Особенно этап с тарзанкой. Да. Когда ты летишь? Да. Создается ощущение того, что ты летишь в небесах. Общекомандные места на муниципальном этапе всероссийских соревнований «Школа безопасности» распределились следующим образом. Первое место – МОБУ СОЖ села Подлубово, учитель Геннадий Игнатишин. Второе место – МОБУ СОЖ номер 2 села Кармаскалы, учитель Азат Сагитов. Третье место – МОБУ СОЖ имени Семена Михайловича Чугункина, учитель Ильнур Юсупов.